Slavic National Holiday in USA Center совместно с командой Сергея Хрипунова из Хьюстона и клубом «Краса Техаса» 30 мая 2011 года в 11:30 утра впервые в Далласе проводят Family Games. Информационная поддержка – портал slavicvoice.org. Сергей, вы с нами? Алло, я на связи. Меня зовут Сергей Хрипунов, я из Хьюстона. Сергей, а как появилась идея семейных игр? Когда мы приехали, мы даже толком не говорили по-английски, мы родом из Узбекистана. У меня дети есть, 13-15 лет, еще один мой товарищ. Мы просто начали играть в футбол. Вы начали играть в футбол, и сейчас этот футбол перерос во что-то более значимое, более серьезное. И, естественно, мы понимаем, что не только футболом можно зацеплять людей, народ. И другая сторона, это больше всего ограничено тем, что смотивированы мужчины заниматься. В то же самое время мы думали, что может предложить комьюнити наше такое, что было бы полезно действительно нашему обществу. Мы увидели, что в Хьюстоне очень большое количество парков, красивых, потрясающих. И несколько раз мы были просто на маевках, так называемых. Ничего не организовано, грубо говоря, народ приходит, чтобы просто потусоваться. И у нас возникла идея организовать что-то наподобие семейной игры. Не только лишь просто побегать, попрыгать, а также мы разработали программу, которая связана с играми на опыте, подобие тимбилдинг, связана с тем, чтобы работать в команде. И когда мы начали использовать вот эти вот элементы, грубо говоря, то же самое спортивные события, плюс хорошая программа приятная, плюс когда мы начали приглашать различные комьюнити, non-profit organization, на сегодняшний день мы работаем в этом направлении, и постоянно приходят сотни людей на подобного рода игры. Сергей, а сколько вы уже провели подобных мероприятий? Мы работаем в 3 направлениях. Первое, мы делаем такие игры для нашего русскоговорящего народа, потому что это то, что людям нравится. Второй раз в год мы проводим подобные игры для international community, потому что мы работаем среди других групп, таких как Босния, таких как Мексика. По этой причине мы делаем общий для них, отдельно для них. И плюс в некоторых других городах Америки мы занимаемся тем, что проводим подобного рода игры. Как Сакраменто, сейчас это будет Сиэтл, и если Бог даст, то будет еще и в Далласе, и Сент-Луис. Сергей, а что ожидает семью, которая пришла с детьми в этот прекрасный субботний вечер в один из парков Хьюстона? Вот надпись «Семейные игры». Дальше. Первое, всем на них встречается, это с очень и очень приветливым персоналом, который встречает их. Предлагаю зарегистрироваться. И почему регистрироваться? Потому что мы хотим развить их на команды, потому что семейные игры будут разбиты на команды. Кроме того, пока другие регистрируются, всегда есть чай, кофе, какие-то пироженки, чтобы народ мог не просто проводить время, ожидая. Для детей мы специально организовываем станции как связанные с играми, так, чтобы дети могли веселиться. Уже с самого начала мы создаем такую дружественную атмосферу. После регистрации, или когда она занимает время приблизительно час, мы делаем открытие семейных игр. То есть мы приглашаем кого-то из известных из нашего комьюнити, русскоговорящих, каких-то известных людей, артистов. Может быть, сами наши дети, или мы же сами организовываем какие-то номера так, чтобы это было действительно приятным открытием. Сергей, то есть получается, что семейные игры – это что-то вроде мини-олимпиады семейной? В каком-то роде именно так, потому что соревнуются команды. В этой команде есть и взрослые, и дети. В этой команде есть действительно такой вот, можно сказать, такой дух, небольшой, конечно, дух соперничества, так, чтобы это действительно выглядело как фан. Есть соревнования, это подстегивает детей особенно участвовать и мотивировать также своих родителей. После того, как они участвуют в веселых стартах, мы делаем после этого небольшую паузу, для того, чтобы была подготовка вот к этим играм, которые мы называем игры на опыте. Сергей, а что значит игры на опыте? Игры на опыте – это то, что мы можем попробовать. Что это означает? Мы даем специальные задания, которые должны, например, сделать все вместе. Один человек не имеет права их делать. То есть команда работает все вместе, в которой должны участвовать и дети, и взрослые. Задания иногда бывают сложные, которые заставляют действительно думать, и люди должны обдумать стратегию определенную, что им нужно сделать. Кроме того, тогда, когда они общаются вместе, они видят, насколько важно и ценно вот это вот как единство команды, быть вместе, обсуждать и так далее. Сергей, я понимаю, собирается команда из совершенно незнакомых или малознакомых людей, и им предлагают преодолевать какие-то трудности и вырабатывать совместные решения, но всегда в такой команде нужен лидер для того, чтобы сцементировать эту группу людей. Во-первых, перед самими семейными играми мы подготовляем нашу команду, то есть это не просто команда, это команда семей, которые будут участвовать в этих семейных играх. Тогда, когда при регистрации люди приходят на семейные игры, мы распределяем их по командам и прикрепляем каждой команде семью или наших лидеров.
уже вся команда практически знает, кто их лидер, потому что они получают или значки определенного цвета, или там повязки определенного цвета, красного, синего, желтого, зеленого и так далее. Они уже знают все, что нужно для того, чтобы ребята почувствовали друг друга. Это 10 минут быть вместе. Этого достаточно, поверьте мне. 10 минут в игре открывает сердце человека намного больше, чем 2 часа просидеть на скамейке. Сколько команд вы организовываете? Сколько групп участвует в соревнованиях? Приблизительно мы организовываем от 4 до 6 команд. То есть каждая из команд участвует один из лидеров, один из ведущих, которых вы подготовили и который является частью вашей команды. В каждой команде участвуют 2 лидера, то есть семья. Понимаете, немножко разница есть. Да, понятно теперь. Если же нет семьи, то не вопрос. Кто-то участвует из наших ребят и плюс помощник. Итак, раздаются какие-то задания. Вот, например, одно из заданий. Ты говорил о том, что задания бывают разные, которые направляют команду на принятие каких-то решений. Приведи пример одного из заданий конкретно. Например, мы даем команде яйцо, 2 газеты, 4 трубочки. И плюс мы даем, например, скотч. Они должны придумать такую конструкцию, чтобы яйцо внутри не разбилось, потому что мы их перебросим на цементе через забор приблизительно 4-5 метров. И команда начинает думать, как конструкцию построить, что лучше сделать, там парашюты, не парашюты и так далее и тому подобное. Ну, естественно, друг за другом все наблюдают, смотрят, у кого разбилось, у кого не разбилось. За каждый, можно сказать, выигрыш команда начисляется с определенные очки. Также я был у вас на семейных играх прошлого года. Помню, там были и чисто спортивные состязания на скорость, на быстроту реакции. Мы включаем разные постоянно. Каждый раз мы подумаем что-то новое, что-то интересное, потому что приходят иногда одни и те же люди, другая сторона, постоянно есть новые люди. По этой причине мы постоянно что-то добавляем и изменяем в наших играх. И каждая из игр имеет, так сказать, свою тему. Вот, например, какая тема была прошлых игр? Тема почему? Потому что люди должны понимать, куда мы их ведем. Например, в прошлый раз мы делали «Моя семья, моя команда», уважение друг друга и так далее, помощи. Каждый раз люди, когда приходят, они знают, о чем будет фактически идти речь. Тогда, когда заканчивается определенная или каждая игра, наши лидеры стараются сделать обсуждение, соответственно, вот этой теме относительно «Моя семья, моя команда» или решение конфликтной ситуации внутри команды. Как, например, те игровые моменты, которые у них были, перенести на чисто житейские вопросы, сложности, проблемы и так далее. Какая будет тема весенних игр в Хьюстоне? Сейчас мы думаем о том, чтобы сделать семья, которая видит свое будущее. Сергей, если слушатели нашей передачи хотят присоединиться к вашим семейным играм, где и как вас найти? Первое. Можно позвонить. Мой телефон 281-733-7689. Для наших радиослушателей все телефоны и все контакты будут повторены на нашем веб-сайте slavicvoice.org. Сергей, другие способы связаться с вами? Нас можно будет найти на нашем веб-форуме russiantexans.com. Я повторю, russiantexas.com. Да. И наверняка ваши объявления можно найти во всех магазинах, которые торгуют русскими товарами. Да, нас можно будет найти на одних магазинах, потому что везде будут висеть флайеры. И плюс там же будет маленький пригласительный, который можно будет взять, и сразу будет понять, о чем идет речь. Потому что названы семейные игры для нашего города. Сергей, а что вы считаете критерием успеха семейных игр? Люди приходят. Почему? Потому что мы отвечаем именно этим событиям на то, что у людей есть нужда. В общении, быть вместе, в хорошо организованном празднике. Они удовлетворяются вот этим взаимоотношениями, которые они получают. И это для нас самый важный критерий. «30 мая 2011 года впервые в истории города Даллас пройдут Family Games – семейные игры. Организаторы – Slavic National Holiday in the USA Center, команда Сергея Хрипунова из Хьюстона, при поддержке клуба «Краса Техаса» приглашают вас на этот спортивно-семейный праздник. Адрес проведения смотрите на сайте информационного партнера семейных игр slavicvoice.org.